Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Кабинет министров Абхазии утвердил проект республиканского бюджета на 2022 год. В Москве прошел вечер памяти абхазского и российского общественного политического деятеля, доктора экономических наук, академика Тараса Мироновича Шамба. Память поколений. Под таким названием в Абхазском институте гуманитарных исследований прошла международная научная конференция, приуроченная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В следующем году прогнозируется увеличение доходов государственного бюджета Абхазии по отношению к 2021 году более чем на 1 миллиард рублей. Кабинет министров утвердил проект республиканского бюджета на 2022 год. Кроме того, утверждены бюджеты государственных и внебюджетных фондов. Члены правительства также внесли изменения в некоторые акты Кабмина в сфере здравоохранения. Всего в повестке дня очередного заседания Кабинета министров было 7 вопросов. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Проект республиканского бюджета на 2022 год членам правительства представил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Согласно документу, объем государственного бюджета по доходам планируется в сумме 11 миллиардов 753 миллионов рублей. По расходам 12 миллиардов 293 миллиона рублей. При этом дефицит госбюджета составит 539 миллионов 675 тысяч рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год планируется в сумме 9 миллиардов 430 миллионов рублей. В эту сумму включена и финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии порядка 4 миллиардов 376 миллионов рублей, в том числе в рамках реализации инвестпрограммы на 2020-2022 годы – 1 миллиард 350 миллионов. Расходы республиканского бюджета на 2022 год предусматриваются в размере 9 миллиардов 970 миллионов рублей. В 2022 году прогнозируется увеличение собственных доходов государственного бюджета Абхазии по отношению к 2021 году более чем на 1 миллиард 289 миллионов рублей. Это связано с увеличением поступления в бюджет налогов и неналоговых платежей и безвозмездных поступлений из России. По разделу здравоохранения на программные мероприятия предусматривается общий объем в 441 миллион рублей. Я, в частности, назову из них. Это 250 миллионов рублей на реализацию мер по защите населения от коронавирусной инфекции, 50 миллионов рублей на лечение граждан за пределами республики, 70 миллионов рублей на приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений нашей страны. Кроме того, в 2022 году сохраняется финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства в объеме 100 миллионов рублей. В 2022 году сохраняется общий объем расходов на реализацию мер по ремонту, реконструкции объектов государственной собственности, которые включены в перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета, тоже в объеме 100 миллионов рублей. В 2022 году в целях экономической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для целей их развития, а также вовлечения занятости в экономическую среду предусматривается 50 миллионов рублей. Сохраняется объем бюджетных ассигнований на 2022 год по ведомственной целевой программе жилища 2022. Владимир Делба также рассказал о расходах на межбюджетные трансферты, которые в 2022 году составят 1,4 миллиарда рублей, что превышает параметры текущего года на 200 миллионов. Из этих средств 1,2 миллиарда рублей будут направлены в качестве субсидий на выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Оставшиеся средства будут направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов. Также республиканским бюджетом предусматривается 100 миллионов рублей в виде прямых дотаций на
на обеспечение потребностей энергетической системы через госкомпанию «Черноморэнерго». В 2022 году планируется погасить основной долг по государственному экспортному кредиту, предоставленному России в сумме 84 миллиона 178 тысяч рублей. Далее члены правительства рассмотрели проект бюджета Пенсионного фонда на 2022 год. Планируемый объем бюджета фонда 1 миллиард 286 миллионов рублей. Основная часть расходов направлена на выплату пенсий 39 категориям пенсионеров на общую сумму 970 миллионов 501 тысяча рублей. Этот проект был одобрен, как и проект бюджета фонда по репатриации. Бюджет государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2022 год составит 166 миллионов 159 тысяч рублей. Источниками формирования доходной части бюджета фонда 2022 года выступают поступления страховых взносов и платежей в небюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 50 миллионов 58 тысяч рублей. Правительством предусматривается прямая дотация бюджету фонда инвалидов Отечественной войны в объеме 8 миллионов рублей. К сожалению, есть те, которые звука выстрела не слышали, а имеют инвалидность второй группы и пользуются всеми возможными льготами, которые устанавливает абхазское государство. Согласен. Но от настоящих, кроме благодарности, мы еще ничего не слышали. Чтобы кто-то говорил, что в фонде кто-то плохо помогает или не помогает, или плохо обращаются. Такого, слава Богу, за наше присутствие мы еще не видели. Законопроекты о бюджетах фондов обязательного страхования, соцстрахования и дорожного фонда также были одобрены. Члены правительства внесли изменения в некоторые акты Кабмина в сфере здравоохранения. Речь идет об увеличении финансирования ряда программ Минздрава. Объем финансирования программы с учетом увеличения, предусмотренным настоящим проектом постановления, 75 миллионов рублей. Второе. Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия. Объем финансирования программы с учетом увеличения, предусмотренным настоящим проектом постановления, 50 миллионов рублей. Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия, утвержденное постановлением Кабинета министров от 3 февраля 2021 года за номером 8, объем финансирования программы с учетом увеличения, предусмотренным настоящим проектом постановления, 80 миллионов рублей. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба проинформировал о предварительных итогах работы ведомства за 11 месяцев. Выполнение годового плана составило 2 миллиарда 966 миллионов рублей. На текущую дату фактических средств поступило в бюджет более 3 миллиардов и 70 миллионов рублей, что говорит о полном выполнении годового плана. В завершении заседания премьер-министр Александр Анква попросил доложить Эдуарда Будба о текущей эпидситуации. По словам главы Минздрава, ситуация по-прежнему остается сложной. Также Эдуард Будба рассказал о вакцинации, согласно которой спутником Лайт привилось 5212 человек. Спутником ВИС 18 ноября вакцинировано 78 пациентов. Темпы вакцинации невысокие. Хотелось бы сейчас обратиться к нашим коллегам, чтобы к руководителям министерств и ведомств, чтобы усилили работу, чтобы наши граждане, ваши коллеги вакцинировались, потому что это единственное спасение от этой коварной болезни. Я уже многократно об этом говорил, это очень важно и очень принципиально. Есть вопрос немаловажный. Учитывая предстоящие новогодние праздники, насколько мне известно, максимально уже забронированы места в наших ресторанах. Поэтому я и с самого начала моего доклада сказал, что ситуация очень тревожная. Потому что после всех этих массовых мероприятий будет вспышка заболеваний, как мы это уже проходили неоднократно. Поэтому ко всем обращаюсь. И вот в первую очередь к руководителю Александр Владимирович, к вам с помощью и поддержкой в этом формате, чтобы наши граждане максимально и коллеги не посещали массовые мероприятия, потому что все это приведет к вспышке очередной, и колоссальная нагрузка и так лежит на системе здравоохранения, а она увеличивается в несколько раз, когда поступают массово пациенты после определенных мероприятий, когда они посещают свадьбы и торжества. Действующим распоряжением президента
подобного рода мероприятия запрещены. Мы это хотим в очередной раз довести до руководителей ресторанов, кафе и так далее. Запрещены. Будет дано соответствующее поручение дополнительно службе Министерства внутренних дел. Будут встречи с руководителями этих заведений, проведены соответствующие беседы и будет сказано о последствиях. Но это то, что касается запретительных мер. Министр обращается в очередной раз к нашим гражданам не делать это, не испытывать судьбу. Вот мы с министром в течение последних дней боремся в Краснодаре вместе с врачами, естественно, я говорю это образно, за жизнь девушки беременной, за жизнь и многих других. Эта работа не прекращается ни на минуту. Что еще нужно сказать и что еще нужно сделать? Вы слышите о том, какой штамм образовался новый, и никто не сказал, что он не придет сюда. Никто не сказал, что он не придет сюда. Тогда как быть? Те штаммы, которые здесь сегодня, что практика показывает? Очень агрессивный стал ковид, очень быстротечный. Что можем противопоставить? Нелюбимые нами элементы дисциплинированности. Вакцинацию нет другого, нет и не будет. Вакцину надо делать, и мы будем на этом настаивать. В данный момент в ковидных отделениях республики находится на лечении 245 пациентов. В сутки в среднем поступает от 10 до 15 человек. Гугут Савардания, Раму Камки, Инала Гухава, Абхазское телевидение. СГБ Абхазии совместно с МВД и Госкомитетом по стандартам потребительскому и техническому надзору изъяли 93 майнинг-аппарата и закрыли одну мастерскую по ремонту майнинг-оборудования, сообщается на сайте СГБ. С 23 по 25 ноября проводились мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения оборудования по добыче криптовалют к энергосистеме республики. В результате было выявлено несколько объектов незаконного подключения в селе Лыхны Гудаутского района у Тимура Дзидзария, в селе Хыпста Гудаутского района Османа Чамагуа, в городе Сухум по улице Званба 51 у Игоря Барабаша, в селе Баслата Сухумского района изъято оборудование у Ефрема Кварча. Там же в июле были изъяты 26 аппаратов. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы. Владельцы ремонтной мастерской майнинг-оборудования устанавливаются. В Москве прошел вечер памяти абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора экономических наук, академика Тараса Мироновича Шамба. В мероприятии приняли участие посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба, представители диаспоры, друзья и члены семьи Тараса Мироновича. На вечере побывала и наш специальный корреспондент в Москве Нона Кокускир. Чуть больше года прошло, как не стало выдающегося общественного деятеля, ученого, основателя московской абхазской диаспоры, Всемирного абхазо-абазинского конгресса, одного из авторов Конституции нашей страны Тараса Мироновича Шамба. И, конечно, сложно в одном репортаже охватить весь масштаб личности и деятельности этого выдающегося человека. Но верно одно: Тарас Шамба был не только основателем абхазской диаспоры в Москве как организации, но и его идейным вдохновителем. Человеком, который стоял у истоков создания Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Человеком, благодаря усилиям которого потомки кавказских народов, рассеянных по всему миру, обрели связи с исторической родиной. И только тяжелая эпидемиологическая ситуация не позволяла до сих пор провести вечер памяти Тараса Шамба. Но инициативная группа в лице Отара Ласари, Эсмы Хакпа, Беслана Кубахи посчитали, что откладывать это дело более нет возможности. Слишком много невысказанного в адрес дорогого друга накопилось в сердцах друзей и близких Тараса Мироновича в связи с его трагическим уходом.
Посол Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахпа зачитал участникам вечера приветственный адрес от имени президента Абхазии Аслана Бжания, а руководитель аппарата Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Каан Таня от имени председателя Высшего совета конгресса Мусы Экзекова. Ведущие вечера Эсма Хакба, Беслан Кубахи и все выступающие делились своими воспоминаниями о Тарасе Мироновиче Шамба. Так, руководитель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба рассказал эпизод из своей студенческой жизни в Москве. Мы были исключить из института. Так уж получилось. Мой отец, неожиданно считая, что его сын там учится в Москве и вообще там все хорошо, выясняет, что такая сложная ситуация. Он приезжает, а они с Тарасом очень дружили, работали вместе, он позвонил ему. Он приехал в деканат, он, значит, пришел к декану, он стал с ним, его невероятная харизма, обаяние, значит, он его там, потом в конце года тот выяснил, что Тарас Миронович, секретарь партийной организации Академии общественных наук, вообще он там приосанился, привстал. И в общем в результате мне дали какой-то шанс и там сдать сессию, я ее в конце концов там сдал. Ныне организация «Московская диаспора» была создана более 50 лет назад Тарасом Шамба как студенческое землячество. Потому неудивительно, что именно студентам из Абхазии в последующем Тарас Миронович уделял много внимания. Так, в 2005 году по его инициативе было организовано выступление абхазских студентов в Государственной Думе России. На тот момент это какое-то вообще совершенно запредельное, невероятное событие. Абхазия непризнанное государство, находящееся в полнейшей блокаде, несмотря на то, что у нас есть огромные дружеские связи и в лице Сергея Николаевича Бабурина, и Константина Федоровича Затулина, и многих-многих других, которых мы просто не можем сейчас даже успеть перечислить, благодаря которым все-таки состоялось то, что состоялось, и Абхазия обрела свою независимость. Тарас Миронович невероятно доверял молодым людям. Он делал все, чтобы эти люди имели возможность себя проявить. На встречу были приглашены российские ученые и общественные деятели из числа друзей Тараса Шамба. Один из них – большой друг Абхазии Сергей Бабурин. Имя этого человека широко известно в Абхазии. Именно его голос звучал в нашу поддержку в самые трудные времена для нашей страны. Тарас Миронович Шамба – это великий человек и великий политический и государственный деятель. Почему? Потому что есть определенные критерии о том, что после себя человек оставил. Сколько людей он сделал лучше, организовал им более достойную жизнь, что он сделал для своего народа. Когда я вначале познакомился с Абхазией, познакомился заочно. В апреле 1992 года с подачи Алексея Ващенко я направил 2 телеграммы, узнав о том, что грузинские танки вышли на границу с Абхазией и готовы двинуться на территорию Абхазии. Одну телеграмму отправил в Верховный Совет Абхазии Владиславу Арзенбе, вторую телеграмму отправил в Тбилиси Шеварднадзе. А Тарас Миронович Шамба со мной познакомился для того, чтобы сказать, что моя телеграмма произвела шок в Тбилиси. И вот там я, не мудрствуя лукаво, написал, что если вы посмеете двинуться на территорию Абхазии, Россия применит все необходимые меры для пресечения агрессии. Обширным был круг деятельности Тараса Мироновича Шамба, как и круг связей в различных сферах в Москве. Тарас Миронович подкупал друзей и знакомых своей открытостью, энциклопедическими знаниями и тонким юмором. Своими воспоминаниями поделился коллега и друг Тараса Шамба Геннадий Черемных. Сегодняшний вечер, он просто показатель того, как люди относятся к этому действительно великому человеку. И я вот внимательно слушал всех выступавших и обратил внимание на 2 определения. Светлый и личность. Вот это полностью отражает мое представление о любимом и глубоко уважаемом мной Тарасе Мироновиче Шамба. Я твердо знаю, что то тяжелое время, которое все мы пережили, это вот конец 80-х,
Это уничтожение Советского Союза, это 90-е годы. Оно стало как бы таким чистилищем. И далеко не все это чистилище выдержали. А вот Тарас Миронович был одним из тех людей, которые с честью прошли через это время и были для нас примером. Специально для участия в этом вечере из Абхазии приехали секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичпа и известный журналист-ученый Екатерина Бебия. Екатерина Бебия также предоставила отрывки из своей передачи «Светлый путь к звездам», посвященную Тарасу Шамбо, что позволило участникам вечера еще раз увидеть Тараса Шамбо и услышать его голос. Хочется думать, что он где-то здесь сидит и своим таким ласковым прищуром и такой доброжелательной улыбкой смотрит на нас. Я, наверное, вот всегда буду так воспринимать, потому что такие люди вообще не уходят. Вот как мы говорим, что у нас у каждого наш Владислав, вот у нас у каждого наш Тарас Шамбо. Вы понимаете, он мог обогреть, обласкать. Представитель Абхазии в Германии и Восточной Европе Хибла Амичпа передала видеообращение участникам вечера, в котором тоже поделилась своими воспоминаниями. И также на вечере прозвучала композиция под ее авторством, посвященная памяти Тараса Шамбо. Свои видеообращения передали также Юрий Агирбов, член исполкома Международной черкесской ассоциации, писатель Олег Этлухов и другие. Все они отметили роль Тараса Шамбо в укреплении братских связей между народами Кавказа. Организаторов и участников вечера поблагодарили члены семьи Тараса Шамбо. Его дочка Эне Шамбо также зачитала письмо со словами благодарности от имени своей матери в адрес собравшихся. Дорогие друзья, коллеги, соотечественники Тараса Мироновича, спасибо за вашу искреннюю любовь к нему и уважение к памяти о нем. Для нашей семьи, для тех, кто живет в Москве, и тех, кто в Абхазии, его уход – большое горе, которое невозможно описать словами. Но он постоянно с нами, каждый день, каждую минуту. Надеемся, что вы надолго сохраните светлую память о нем, и он продолжит жить в ваших сердцах. Ей было трудно держать слезы, как и всем участникам этого вечера, поскольку боль от безвременного ухода Тараса Шамбо еще не утихла в сердцах не только близких друзей и родственников, но и всех, кто его знал. А имя Тараса Мироновича Шамбо без преувеличения было известно практически во всем мире. Нона Кукускир специально для абхазского телевидения из Москвы. Тема участия организаций российских соотечественников в общественной жизни Абхазии и их взаимодействия с официальными представительствами России в республике обсудили в Сухуме. За круглым столом собрались представители посольства России, Россотрудничества, Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме, руководители организаций российских соотечественников, представители высокогорного села Псху, члены общественной палаты и общественные деятели. Мероприятие было организовано культурным фондом «Платформа» при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. Память поколений под таким названием в Абхазском институте гуманитарных исследований прошла международная научная конференция, в которой приняли участие ученые из разных регионов России. Мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. До начала научного форума его участники возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Тема начала Великой Отечественной войны никогда не потеряет своей актуальности и значимости. И несмотря на прошедшие годы, Вторая мировая война продолжает будоражить историческую память. День начала самой кровопролитной войны в мировой истории стал, по сути, и судьбоносной датой, символизирующие собой консолидацию всех здоровых и прогрессивных сил в их ожесточенной борьбе против германского нацизма. Пройдя через все эти суровые испытания, страна выстояла, самоотверженно и героически выстрадала великую победу. На плечи советского многонационального народа легло наиболее тяжкое бремя борьбы с гитлеровскими захватчиками. Тема Великой Отечественной войны важна не только для России и Абхазии, но и для всех республик постсоветского пространства, так как вклад в победу внесли все народы СССР. Активное участие в войне принимали и жители Абхазии. Ветераны уходят, но историческую память о них должны сохранить их дети и внуки. Я один из тех,
чей отец прошел весь боевой путь Великой Отечественной войны, принимал участие в битве за Кавказ, неоднократно был ранен, награжден боевыми наградами. Для меня, как и для всех моих боевых друзей, коллег, соратников по оружию, память о подвигах наших отцов священна. Это важно, но не менее важно и то, чтобы историческая память о Великой Отечественной войне сохранялась как важнейший фактор идеологической работы и военно-патриотического воспитания настоящего и будущего поколений. Некоторые из ученых представили свои работы в онлайн-формате. Тема Великой Отечественной войны, она неиссякаема. И в этом, наверное, сила наших народов, сила наших ученых, которые каждый год приоткрывают все новые и новые страницы. К сожалению, эта война, унесшая огромное количество жизней всех граждан тогда единого государства Советского Союза, она действительно дает нам такую возможность вспоминать, сохранять ту историческую память, культивировать ее у молодежи. Говорю так, к сожалению, потому что, конечно, каждая страница ее, она трагична. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне как действенный фактор национальной безопасности России. Историко-культурное наследие в истории Великой Отечественной войны. Абхазский театр в годы Великой Отечественной войны. Забота о семьях военнослужащих в годы войны. И другие не менее интересные доклады прозвучали в рамках конференции. Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Государственном комитете по репатриации поздравили Энвер Абзагуа с победой. Абхазский спортсмен 26 ноября единогласным решением судей одержал победу в турнире бойцовского клуба РЕН-ТВ. Для Энвера Абзагуа это вторая победа на профессиональном ринге. Первый бой боксер выиграл техническим нокаутом на турнире «Дириси побеждай» 27 июня 2021 года в Москве. Участники встречи поздравили боксера с победой и пожелали ему дальнейших успехов. Президент Федерации профессионального бокса Абхазии, тренер Энвера Алик Кардиаглы отметил, что Энвер основательно готовился к бою и посвятил победу Дню Победы и независимости Абхазии и первому президенту Владиславу Арзенба. В 2022 году абхазского спортсмена ждет еще один бой на профессиональном ринге. Дождались наконец-то нашего боя. И вот 26 числа в Москве в РЕН-ТВ-арене мы одержали победу, яркую победу и доказали, что мы лучше нашего соперника. И сами организаторы данного мероприятия нас отметили и в дальнейшем дали нам надежду, что буквально где-то в 2022 году будет проходить на Красной Поляне в рамках международного форума «Боксерское шоу». И вот нас приглашают туда на участие. Надеюсь, мы здесь рядом все посетим это мероприятие и будем также радоваться и болеть за нашего Энвера. Энвер молодец, поздравляю его еще раз за победу, за яркую победу. Тяжелый был бой, можно сказать, такой даже кровавый, но это профессиональный бокс. Вы знаете, что это такой вид спорта, очень сложный, но Энвер, я думаю, что дальше будет продолжать и надеюсь, что он станет в ближайшем будущем чемпионом мира в профессиональном боксе. Спасибо еще раз огромное вам всем. 1 декабря Республиканский кожно-венерологический диспансер и Центр СПИД проведут акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Каждый желающий сможет пройти бесплатное обследование на ВИЧ, гепатит Б и С. Обследование будет проводиться с 9:30 до 13 часов. Конфиденциальные ответы по результатам анализов будут выдаваться в течение 20 минут. Мобильная лаборатория будет расположена на территории Республиканской больницы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 1 декабря в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, переходящий в ливневый, с грозой, в горах снег. Температура воздуха ночью 11-16, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.